Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Искакову Эркину Бакбуровичу. Микрофон выше сделайте, пожалуйста, чтобы это... Да. Уважаемый суд, Верховный суд уже в письменном виде направил свою позицию. Позвольте мне ее еще раз вслух озвучить. Верховный суд Кыргызской Республики по делу о проверке части 3 статьи 44 Закона о местном государственной администрации и органах местного самоуправления на предмет соответствия частям 1, 2 статьи 15, части 2 статьи 45, системы 1, 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики сообщает следующее. Главой 4 Закона о местной государственной администрации и органах местного самоуправления регулируется организационно-правовая основа деятельности исполнительных органов местного самоуправления в городах. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 44 главы 4 Закона о местной государственной администрации и органах местного самоуправления акты, решения от имени мэрии издает мэр в форме постановления и распоряжений, которые вступают в силу со дня их подписания мэром, если иное не предусмотрено в самом акте. Распоряжения издаются по оперативным организационным и кадровым вопросам. Изданные акты могут быть изменены, дополнены, отменены или признаны утратившими силу. Закон об основах административной деятельности и административных процедурах предусматривает, что административный орган вправе отменить принятый им административный акт. Настоящий закон устанавливает основу административной деятельности публично-правового характера, определяет единые и основные принципы, правила и процедуры деятельности государственных органов и органов местного самоуправления во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, в том числе устанавливает основания, сроки и порядок отмены административного акта. Так, основание отмены административного акта самим административным органом либо вышестоящим органом производится в силу ничтожности и незаконности административного акта. В случае, если изданный акт противоречит действующему законодательству или нарушает права граждан и их интересы, его отмена необходима для приведения решения в соответствии с правовыми нормами. В этой связи в процессе осуществления своих полномочий могут быть пересмотрены ранее принятые решения в целях регулирования правовых противоречий. Следует отметить, что обозначенный закон, регулируя правоотношения между административными органами и физическими юридическими лицами при осуществлении административных процедур, закрепляет нормы, гарантирующие защиту права собственности и судебную защиту прав и свобод граждан, предусмотренные Конституцией Кыргызской Республики. Как указано в части 2 статьи 44 Закона о местной государственной администрации и органах местного самоуправления, постановления издаются на основе и во исполнение нормативных правовых актов. Из изложенного следует, что отмена административного акта мэрии города, предусмотренной частью 3 статьи 44 Закона о местной государственной администрации и органах местного самоуправления, регулируется положениями Закона об основах административной деятельности и административных процедурах, который непосредственно закрепляет основания и порядок отмены административного акта, а также гарантии судебной защиты и неприкосновенности имущества. Таким образом, для законного применения части 3 статьи 44 обозначенного закона необходимо учитывать правовой характер актов, которые она применяется, а также соответствие издаваемого акта принципам и требованиям законодательства. У вас все, да?